Добрый день, уважаемые абитуриенты! Рада приветствовать всех, кто подал документы на направление в магистерскую программу «Бизнес-коммуникация», направление лингвистика. Обратите внимание на следующий слайд. В качестве вступительного испытания это будет тест, который вы сдаете дистанционно. Количество вопросов в тесте 25. На слайде вы также видите структуру тестовых заданий. Это 5 разделов по языку, языкознанию, русскому языку, по культуре речи. Я думаю, что сложности у вас не будет, потому что дисциплина культуры речи есть на всех направлениях бакалавриата, во всех университетах и гуманитарного, и технического профиля. У кого-то, может быть, была межкультурная коммуникация, у кого-то риторика. Здесь такие базовые вопросы. Чуть дальше еще на эту тему скажу. Минимальное количество баллов, которое вы можете набрать на экзамене, это 50. То есть ниже уже тогда будет неудовлетворительная оценка. Максимальное количество баллов это 100. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. Если только у вас есть справка, что вы относитесь к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, тогда само время выполнения теста увеличивается на 1,5 часа. И, конечно, на сам экзамен дается только одна попытка. Как будет проходить сам экзамен? Во-первых, вам, когда вы зайдете через логин и пароль, которые вам будут отправлены на почту, эту почту вы указали, когда сдавали документы в нашу приемную комиссию, вот вы входите по этому логину и паролю в свой личный кабинет. Обратите внимание, что письмо может попасть папку спам, то есть проверяйте, пожалуйста, после того, как сдали документ, чтобы вам дали доступ в личный кабинет. Дальше уже, когда вы заходите на сайт, вы уже заходите под своим паролем, вы его поменяете после первого входа в учетную запись. Перед самим экзаменом обязательно надо сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где хорошо видно ваше лицо. Вы фотографируетесь с главным разворотом паспорта, то есть где тоже хорошо видно ваша фамилия, имя, отчество и ваша фотография. Это надо для того, чтобы мы смогли понять, что именно вы сдаете этот экзамен, а не кто-то другой за вас. Значит, нужна хорошая цветная фотография вас с разворотом паспорта, где хорошо читается, конечно, ваша фамилия, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, поэтому не забывайте, у вас только одна попытка. Сам расписание вступительных испытаний, оно есть на сайте, специальная вкладка «Абитуриенту». Вы заходите на сайт Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Там есть вкладка «Абитуриенту». И в разделе «Магистратура» вы можете найти расписание вступительных испытаний. Также это расписание вы можете увидеть в своем личном кабинете абитуриента. Это вкладка «Магистратура». Видите, здесь на слайде выделено, где вы это можете найти. Тут же есть и инструкция о получении логина и пароля. Так, вот здесь написано, на какой странице расположено расписание вступительных испытаний. Еще раз говорю, вот она, эта вкладка «Магистратура». Вот, магистратура. Доступ к экзаменам открыт с 10 до 22:00. Вот так выглядит расписание. Видите, цветом желтым выделен наш с вами профиль, программа «Бизнес-коммуникация». Есть ссылка, как можно получить логин и пароль. И расписание, когда состоится сам экзамен. У нас есть только места с оплатой обучения. Мы набираем только одну группу, 12 человек. Но всегда высокий конкурс, даже на такие места. Поэтому
вы сдаете экзамен в сентябре. Несмотря на то, что вот тут наверху есть два столбика, подавшие документы с 20 июня, подавшие документы 7 августа. Для нас нет различий, поскольку у нас нет бюджетных мест, только места с оплатой обучения. Поэтому все, кто когда-либо в эту приемную кампанию сдал документы, вы будете сдавать экзамен 16 сентября. Значит, откроется тестовое задание, вот время экзамена с 10 до 22, ну, когда вам удобно зайти на эту платформу. Ну, понятно, что не в последний час, да, не в 21:00 лучше это делать, лучше зайти пораньше. Но вот как только вы туда вошли, начали делать тестирование, вот с этого момента начинается отсчет времени, 60 минут. Ну и еще есть резервный день, это если вдруг вы заболели, у вас какая-то уважительная есть причина, есть справка, что вы не смогли 16 сентября сдать это тестовое задание, то тогда вы можете сдать в резервный день уже с 10 до 17:00. Для подготовки к экзаменам есть программа вступительных испытаний. Это тоже на сайте приемной комиссии. Вы можете найти здесь все программы, всех магистерских программ. Также заходите в вкладку магистратуры, находите нашу программу вступительных испытаний «Бизнес-коммуникация» и смотрите, там есть примерная литература, по которой вы можете готовиться. Ну, это любой учебник по русскому языку, культуре речи. Да? Можно взять учебник там, по стилистике, по деловому общению. Посмотрите, там в программе есть список литературы. Вы можете скачать эту программу. Также в этой программе есть примеры тестовых заданий, которые вам встретятся на экзамене. Вот так она выглядит, наша программа. Здесь перечень разделов для подготовки. По разделам вы видите, да, есть общий раздел «Язык как объект лингвистики». Здесь у нас общие вопросы, основные функции языка, язык и речь, способы коммуникации, общая модель речевой коммуникации, принципы успешной коммуникации. Второй раздел – это вопросы по общению, видам общения, по деловому общению, официально-деловому стилю. Третий раздел касается различных норм языка. Здесь, кстати, варианты тестов, которые сдают, скажем, выпускники школ. Да? Такие примеры есть и на ЕГЭ по русскому языку, именно на наличие норм, скажем, правильная постановка ударения, да, или лексическое значение слова, или там определение правильной морфологической формы слова, ну и так далее. Четвертый раздел – это вопросы по коммуникации, по речевому этикету. И пятый раздел – особенности межкультурной коммуникации. Ну вот есть примерные задания на следующем слайде, какие вам могут встретиться. Скажем, основной задачей делового общения является, да, смотрите, подумайте, что здесь может быть, какой задачей делового общения. Ну, скорее всего, продуктивное сотрудничество. Какой вид общения предполагает смещение коммуникативного ракурса с говорящего на собеседника, да, так называемое «вы» общение. Ну, здесь даже чисто интуитивно можно ответить на этот вопрос. Ну и третий вопрос – это как раз, который касается норм современного русского литературного языка. Укажите ряд, во всех словах которого ударение падает на первый слог. Посмотрите, обязательно в каждом ряду есть какое-то слово, которое не подпадает под это правило. Ну, одно слово, один ряд, простите, где действительно ударение везде падает на первый слог. Ну, в данном случае это первый ряд. Вот такие примерно задания и будут в вашем тесте. Здесь вы видите контакты. Я на связи в день консультации, то есть вы можете мне писать на мою почту, если у вас какие-то есть вопросы по формам обучения. У нас бизнес-коммуникация – это заочная магистратура с дистанционными технологиями. Если какие-то есть вопросы по самому вступительному испытанию, да, или по программе обучения,
вы можете их задавать. Есть также телефон приемной комиссии и ссылки на сайт приемной комиссии, на этот раздел абитуриенту. Мы будем рады видеть вас на нашей программе. С нами интересно. Учитесь с нами. Я очень рада, что вы к нам пришли, и очень надеюсь, что вы все выдержите вступительные испытания и поступите на нашу такую интересную магистерскую программу. А подробнее о программе вы тоже можете узнать на сайте приемной комиссии. Там есть видеоролик, где я рассказываю об этой программе. Спасибо за внимание.